Казани проходил международный научный форум, посвященный вопросам региональной энциклопедистики с 4 по 6 декабря в городе Казани. Он был приурочен к 30-летию Института татарской энциклопедии и регионоведения, а также 35-летию татарстанской энциклопедистики. Данный форум был организован Академией наук Республики Татарстан и Институтом татарской энциклопедии и регионоведения имени Хасанова. Основной целью форума является обмен опытом по широкому кругу вопросов, связанных с историей становления и развития национальных и региональных энциклопедий современной России и мира. Количество участников составило более 100 человек. Также были участники из других стран. Это Азербайджан, Белоруссия, Кыргызстан, Узбекистан. И была достаточно широкая география представлена из регионов России. Здесь были такие регионы, как Башкортостан, Татарстан, Мордовия, Удмуртия, Тыва, город Москва, Санкт-Петербург и другие регионы. Из нашей республики от имени Академии наук Республики Саха-Якутия приняли участие 4 сотрудника. Это Андросов Александр Сергеевич, научный сотрудник, Владимирова Анастасия Максимовна, лаборант-исследователь. Онлайн-участие в конференции приняла Прокопьева Нюргуяна Иннокентьевна, младший научный сотрудник, и я, Варвара Васильевна Филиппова, руководитель отдела. Впечатления у меня от Казани только положительные. Мы жили недалеко от Казанского Кремля. Все очень красиво вокруг. Центр города, еще дореволюционная архитектура, все значимые туристические места рядом, также научные центры рядом, Академия наук, Институт татарской энциклопедии, все в шаговой доступности. Вот. Ну и погода, конечно, порадовала по сравнению с нашими якутскими морозами. -1. В рамках форума проведен ряд мероприятий, научно-методических мероприятий. Это научно-практическая конференция по методическим и концептуальным вопросам энциклопедистики. Это круглый стол «Татары Кыргызстана», научно-справочное издание. Научный семинар по муниципальной энциклопедистике, куда мы выезжали в город Арск, муниципального района Арский, пресс-конференция по региональным энциклопедиям с участием ведущих энциклопедистов России. Также была выставка, посвященная истории становлению Института татарской энциклопедии и регионоведения. Также было проведено награждение победителей конкурса «Юный энциклопедист». То есть таким образом мы понимаем, что в рамках данного форума уделено внимание как начинающим энциклопедистам, так и опытным. Методического плана мероприятия, которые позволили многим обменяться опытом, поговорить на энциклопедические темы, обсудить планы, перспективы и международные и межрегиональные сотрудничества. Было организовано подписание договора о сотрудничестве между Академией наук Татарстана и Кыргызским национальным университетом. Я выступил с докладом «Вопросы методики энциклопедии Якутии», рассказал про нашу работу над первым томом энциклопедии Якутии, какие у нас успехи, какие были сложности, какой получили опыт. Вы знаете, у них очень богатый опыт, у них очень много изданных изданий справочно-энциклопедического характера, посвященные, конечно же, Татарстану, народам Татарстана, населенным пунктам Татарстана, муниципальным образованием. Вот. И у них это направление очень развито. Мы были очень рады съездить туда, посмотреть на их работу, пообщаться с коллегами из других регионов. Это было очень полезно для нас. Но это направление очень хорошо поддержал тогдашний первый президент Республики Татарстан Тимер Шеймиев, и это направление у них стало развиваться вот как отдельное научное направление, именно энциклопедистика. Татарстанские ученые в этом смысле они на лидирующих позициях в современной России. У них
отдельный научный институт с большими традициями, с большим коллективом, очень опытным. Некоторые сотрудники у них работают с самого начала. Институт татарской энциклопедии и регионоведения имени Хасанова поразил нас своими наработками. Конечно, 30-летний опыт работы – это богатая методическая история. И вот всем участникам форума институт подарил свои памятные альбомы об истории становления и представил также выставку для всех участников. Но здесь мы, конечно же, отмечаем татарский энциклопедический словарь, выполненный коллективом. Да? Также это шеститомный труд «Энциклопедия Татарстана», да? И краткая иллюстрированная энциклопедия «Татарстан». Помимо энциклопедии, институтом за 30 лет было подготовлено и издано более 100 наименований энциклопедий и научно-справочных книг. И, как поделились коллеги, в их планах расширить аудиторию и масштабы онлайн-платформы Татарика. В Международном научном форуме «Региональная энциклопедистика» я приняла участие в онлайн-формате. Я рассказывала про цифровую эволюцию энциклопедии Якутии. 2023 года в тестовом режиме мы запустили портал энциклопедии Якутии. Электронная энциклопедия – это современный и удобный способ получения информации о различных темах и событиях. Электронная энциклопедия представляет собой электронный ресурс, содержащий обширные знания. Это современный и удобный способ получения информации о различных темах и событиях. Она представляет собой электронный ресурс, содержащий обширные знания. Уникальность нашей цифровой энциклопедии заключается в том, что портал содержит обширную коллекцию информации о Якутии, включает в себя широкий спектр тематик и делает ее одним из самых полных и всесторонних источников информации о Якутии. Портал постоянно обновляется и дополняется новой информацией. Это позволяет учитывать изменения и развитие республики с течением времени и обеспечивать актуальность предоставленной информации. Электронный формат энциклопедии обеспечивает удобный доступ к информации через интернет. Пользователи могут свободно и быстро получать информацию о Якутии, не выходя из дома или офиса. В 2024 году портал в тестовом режиме запустил чат-бот «Эксперт Якутии». Это искусственный интеллект, который может ответить на ваши вопросы касаемо нашего издания. На методической конференции энциклопедистов я представила тему по образовательным проектам в рамках работы над энциклопедией Якутии, которую мы сейчас разрабатываем. И здесь, конечно, на самой конференции были представлены очень интересные доклады различных регионов, именно о том, как в формате коллаборации, взаимного сотрудничества, да, коллеги работают над продвижением своих изданий. Также были обсуждены методические вопросы, что было тоже интересно нам, как самому юному энциклопедическому коллективу. Очень интересно было узнать о том, как работают учреждения, уже давно занимающиеся энциклопедистикой. Здесь стоит отметить, конечно, что в Российской Федерации всего 5 целенаправленных энциклопедических учреждений и структурных подразделений и 4 академии наук, под эгидой которых работают данные структурные подразделения. На пленарном заседании форума поднимался такой важный для всех российских энциклопедистов вопрос, как дальнейшая судьба проекта «Большая российская энциклопедия». Дело в том, что существуют планы о том, чтобы закрыть этот проект в связи с тем, что участником форума, почетным гостем его стал Сергей Леонидович Кравец из города Москвы. Он главный редактор Большой российской энциклопедии. Наши коллеги, и мы сами тоже очень живо интересовались этим вопросом. И на данный момент получается так, что Большая российская энциклопедия, вся накопленная база энциклопедических статей, она переходит под эгиду интернет-энциклопедии Рувики.
Предполагается, что весь этот массив энциклопедических статей будет сохранен. И, возможно, ну, это пока в проекте, что когда-нибудь, когда они понадобятся, в виде отдельного проекта, как Большая российская энциклопедия, они могут быть восстановлены. Формат. Я хотел бы высказать несколько своих соображений, в том числе опираясь на опыт портала «Большая российская энциклопедия» и те возможности, которые это открывает. Итак, как мне кажется, в новых условиях главный вопрос – это вопрос о достоверности информации. И к этому вопросу есть два подхода. Первый подход, скажем так, традиционный в научной энциклопедистике. Автор и энциклопедическое издательство берут на себя гарантии достоверности материала и предоставляют пользователю гарантированно научно верифицированный материал. Это то, что, допустим, в Большой российской, даже еще раньше в Большой советской энциклопедии было сформулировано как принцип солидарной ответственности автора и редакции за полноту и достоверность. Нет, это именно Большая российская энциклопедия. Но она продолжает традиции Большой советской энциклопедии. И я считаю, что мы должны сохранить эти традиции, этот опыт. И сам проект, он очень удобный в пользовании. Чисто технически, чисто как для пользовательской аудитории, статьи Большой российской энциклопедии – это просто большого качества, хороший научный продукт. С 2021 года наш отдел энциклопедистики Академии наук Республики работает над первым томом энциклопедии Якутии, который выйдет в этом году. Сигнальные номера выйдут, да, в этом году. В этом нам помогают коллеги из Института башкирской энциклопедии. Это тоже коллеги с 30-летним опытом энциклопедической деятельности, мы им полностью доверяем. И в конце этого года выйдут сигнальные экземпляры нашего первого тома. Мы получили рецензии от ведущих ученых нашей республики, а также от руководителя Центра энциклопедистики Татарстан, из Института башкирской энциклопедии. То пришли к тому, что наша энциклопедистика тоже будет развиваться по современным канонам, которые приняты в российской энциклопедистике. В целом, конечно, нас глубоко удивили, поразили и восхитили наши коллеги, которые за очень короткий срок организовали данное мероприятие. Мы, конечно же, благодарны им за организацию на высочайшем уровне данного мероприятия, за такие вот узкие методические, энциклопедические знакомства. Теперь мы знаем, что мы не одни, что мы работаем в большой семье энциклопедистов. Это очень ценно для нас. Мы увидели специалистов с разных стран и пообщались с ними на различные темы.